Россия, Удмуртия, предпринимательский и промышленный центр региона Ижевск. А это журналисты, которые побывали в разных точках родного края. Они не верят, что кто-то так же хорошо знает, как меняется республика, и решили это исправить. На этот раз их задание выполнит вокалистка, блогер и волонтер Елизавета Перминова, обладательница титула «Маленькая мисс России-2012», наград федеральных и международных конкурсов, а также памятной медали президента страны. Лиза изучает несколько языков и много путешествует. Сегодня же ей предстоит посетить город Глазов. Привет, я Таня. Привет, я Лиза. Ты была когда-нибудь в Глазове? Да, я была здесь пару раз на творческих конкурсах и фестивалях. А ты знаешь, что город Глазов – это город предпринимателей? Нет, не знаю. Тогда твоя задача сегодня узнать, что бизнес – это двигатель прогресса. Я вся в предвкушении. Поехали! Задача Лизы – узнать еще больше о северной столице Удмуртии, а за выполнением заданий наблюдают наши журналисты. Узнай, что такое ТСР. Глазов – моногород с развивающейся промышленной экономикой. Не так давно ему присвоили статус территории опережающего социально-экономического развития, который формирует благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Сегодня ТСР Глазов насчитывает 16 резидентов. Благодаря этим предприятиям появились свыше 500 новых рабочих мест. С 2020 года в состав ТСР входит фабрика Глазов Пак. Здесь производят упаковки для товаров народного потребления, подарочные и премиальные. Знаете, вот в магазинах я постоянно вижу подобные коробки, и мне как потребителю очень интересно вообще, с чего все начинается. Любая элитная коробка начинается вот с такого невзрачного листового картона, который пилится и режется на прямоугольники, кружочки и проходит достаточно длинный цикл по производству. Запуск производства в статусе резидента ТСР позволяет снизить логистические затраты, закупая внутри страны. А внедренные на предприятии мощности обеспечивают замкнутый цикл от разработки макета до готовой продукции. Вы можете создать упаковку для чего угодно? Вопрос каверзный. Скорее да, чем нет. Тоже отвечу витиево. Хорошо, а вы сможете создать упаковку для какой-нибудь моей песни? Эмоциональную, да. На фабрике трудятся более 100 глазовчан, а на время каникул пристраивают и школьников. Тебе нравится здесь работать? Да, довольно простая работа. А можешь показать, как вот правильно вот эту вот штучку отрезать? Конечно, ничего сложного. Так. Я впервые на подобном производстве, и у меня просто взрыв эмоций. Мне здесь безумно понравилось. Я даже что-то сделала сама своими руками. Эмоции, я считаю, до конца жизни останутся. В Глазове не только создают новые рабочие места, но и благоустраивают общественное пространство. В 2021 году реконструировали улицу Кирова. Теперь на преображенной территории местные жители и туристы могут прогуляться по брусчатке, отдохнуть в тенистом сквере и полюбоваться арт-объектами. Найди самое необычное граффити. Глазов – место притяжения для молодежи. В городе проводят фестиваль уличной культуры. Почти 3 десятка граффити украшают глазовские строения и улочки. История Сингурта началась в 2020 году, когда в рамках Глазов стрит-феста мы нарисовали такую стену памяти Виктора Цоя. В 2021 году мы уже решили масштабировать эту историю. В этом году, наконец-то, наши руки добрались до этого прихода, и мы смогли его так благоустроить. Я думаю, что у жителей это вызывает позитивный отклик, потому что здесь есть немножко об истории граффити, и представлены различные стили. Как вы видели, есть и хранительница, и охранник стоят, поэтому они охраняют этот переход. Украшают Глазов не только граффити. С недавнего времени по маршруту Глазов деревня Адам курсирует расписанный художниками автобус. Каждый день он перевозит пассажиров, которые могут насладиться классикой прямо во время поездки. Но наша Лиза в музыкальном автобусе решила порадовать собственным вокалом. Уважаемые пассажиры,
Мы движемся по маршруту Глазов, деревня Адам, и сейчас небольшая музыкальная пауза. Пучоко, пучоко, мерчан тугоян, кыджи чалма кылоно. Пучоко, пучоко, мерчан тугоян, кыджи чалма кылоно. Арт-автобус довезет до деревни Адам. Здесь же находится культурно-туристический парк Дендедор. Он создан на основе удмуртских мифов, легенд и материалов чепецкой культуры. Порядка 30 арт-объектов украшают комплекс. Еще на территории парка проводят различные фестивали, устраивают ремесленные мастер-классы. Ну что, Лиза, всем известно, что все девушки обязательно волшебницы. А все красивые девушки уж тем более. И поэтому настало время научить тебя ни много ни мало кузнечной магии. Но для начала надо одеться. Ну и первым делом, чтобы начать кузнечную магию, надо распалить горн. Вот, спустя еще 1000 ударов у нас готово вот такое вот кольцо. Вашу руку, мадам. Прошу. Чувствуете в нем какую-то особую прелесть? Да, в нем явно сокрыта какая-то бесконечная сила. Свежий воздух, красивая природа и фигуры древних великанов. Здесь можно отдохнуть, перекусить и окунуться в мир удмуртских сказок и легенд. Как прошел твой день, что ты узнала нового? Сегодняшний день очень надолго еще останется в моей памяти. Я побывала на территории опережающего развития. Я познакомилась с современным искусством еще ближе и сама сделала себе кольцо. И сегодня я поняла, что Глазов и Удмуртия – это территория будущего. Пучоко, пучоко, мерчан тугоян, кыджи чалма кылоно. Пучоко, пучоко, мерчан тугоян, кыджи чалма кылоно.